Дороги Якутии. Мало что меняется в них десятилетиями. Меняются только направления, вернее, появляются новые. Из Нерюнгри, что на самом юге республики Саха, на юг границы с Амурской областью, по федеральной трассе с громким названием Амуро-Якутская магистраль, почти 100 километров до поселка Нагорный и еще столько же до конечной цели нашей поездки – золотодобывающего участка поселка Юрский. Но до него несколько часов езды по глухой якутской тайге через перевалы, мари и реку Тимптон, так что времени на философские размышления предостаточно. То, ради чего забрались в эту глухомань люди, называется золото. Первый металл, который знало человечество за 5000 лет до нашей эры. Несмотря на его чисто практические свойства, высокая энергопроводимость, химическая устойчивость, ковкость, из 1 грамма металла можно вытянуть проволоку 2 километра. За 1000 лет люди использовали и используют его в основном для производства ювелирных изделий, сохранения капитала, а в последнее время для создания государственной мощи в виде золотовалютных запасов. 41 государство в мире располагает запасами золота, но лидеры среди них – Канада, ЮАР и, конечно же, Россия. А вот в самой России республика Саха тоже не на последнем месте. В свою очередь и Якутия разделяется на золотоносные регионы. Один из богатейших, по которому и проходит наш путь, Верхний Тимптонский золоторудный район, располагающийся на южной окраине Алданского щита. История золотодобычи в Южной Якутии официально началась ровно 80 лет назад, когда в 1924 году был открыт прииск «Незаметный». Сколько за всю историю намыли металла участки комбината Алдан-золота, сотни, а может и 1000 тонн, утверждать не беремся. Да и не об этом сегодня наш рассказ. Итак, путь наш лежит на участок Юрский, единственный объект недропользования золотодобывающего предприятия общества с ограниченной ответственностью Нерунган. Несмотря на свою молодость, Нерунган был образован в январе 1996 года, сегодня это бесспорный лидер на рынке золотодобычи Якутии. Когда в середине 90-х было разведано золото на ручье Юрском, на смену геологам в тайгу пришли старатели. Совместными усилиями ветерана золотодобычи Якутии артели старателей АМГА и Алдан геологии был создан Нерунган. Несколько десятков человек, 10 единиц арендованной у АМГИ техники и, как итог первого года, 100 килограмм золота за сезон. Это было начало освоения нового перспективного участка. Зимой предстояло проложить десятки километров дороги по нехоженной тайге и в кратчайшие сроки построить базовый поселок старателей. Было это каких-то 7-8 лет назад. Но сегодня это уже история, свидетелями которой мы были, снимая свои материалы в 1995-2001 годах. И вот сегодня, в канун десятилетия Нерунгана, вместе с его директором Виктором Ивановичем Уютовым, телевизионные пути дороги вновь привели нас на Юрский. Более компетентного гида, чем Виктор Иванович, представить трудно. Посудите сами. 1969 года, сразу после окончания Днепропетровского горного института, молодой горный инженер-геолог Виктор Уютов приехал в Алдан. И вот уже 35 лет судьба этого человека накрепко связана с Южной Якутией. Геолог, главный геолог, директор Алдан геологии, ступени профессионального роста. Но когда в трудные времена для Нерунгана учредители избрали его директором, Виктор Иванович не без колебаний согласился и, оставив столицу Золотого края Алдан, в котором прожил долгие годы, в котором создал семью, кстати, жена его тоже по образованию геолог, в котором родились его дочь и внучка, переехал в город угольщиков Нерюнгри. Настоящий мужской поступок, достойный уважения. Что же такое сегодня общество с ограниченной ответственностью Нерунган? В переводе с авенкийского название обозначает «речка Хариусов» или «Хариусная речка». Это кому как нравится. 550 человек, специалистов разных направлений и профессий, из которых 130 инженерно-технические работники. Это коллектив. Администрация располагается непосредственно в Нерюнгри. Отсюда идет управление и планирование производством. Здесь находятся основные службы, осуществляется связь с участками. Участков сегодня несколько. Главная база с ремонтными боксами, складскими помещениями, железнодорожными тупиками, а с этого года еще и собственной нефтебазой располагается в поселке Нагорный. У Бамовской станции «Золотинка» участок речной, где с 3 промприборов 70 старателей должны осенью намыть в копилку Нерунгана килограмм 160-180 металла. В непроходимой тайге, куда и попасть-то можно только зимой,
по Зимнику или летом на вездеходе по болотам и марям несколько часов участок Камагин, бывшее владение артели Амга. 6 лет промывка золота здесь не велась. Но вот сегодня дошли руки и до Камагина. 38 старателей возрождают заброшенный участок. От того, сколько намоют золото с этого участка в конце сезона, во многом будет зависеть его дальнейшая судьба. Ведь транспортные расходы Камагин приносит Нерунгану очень даже немалые. В прошлом году участок Камагин возобновил свою работу, были проведены вскрышные работы. В этом году обстановка значительно улучшилась, коллектив подобрался нормальный, планы, которые наметили на этот год, будут выполнены. Вопросов серьезных по участку нет. Думаю, что будет все нормально. Еще один участок – Амбурдак, но это уже в Алданском районе. 30 лет назад Амга пришла из Алдана в Нерингри. И вот сегодня Нерунган возвращается к истокам. По глубокому убеждению Виктора Уютова, Золотой Алдан еще лет 20 может оставаться лидером в поставке благородного металла на благо России. Кстати, освоение соседних регионов Южной Якутии – стратегия руководства Нерунгана. К экспериментам по освоению золотоносных участков в Чите, Бурятии и Монголии возврата не будет. Ну и, наконец, основа Нерунгана – месторождение Юрское. Уникальный и единственный в своем роде природный объект. Самое молодое и самое перспективное не только в Нерунгане, но и во всем Нерингринском районе. На Юрском сегодня сосредоточены главные силы предприятия. Юрский – это надежда, золото, а значит стабильность. Ведь из тех почти 1500 килограмм золота сезона 2004 года 90% будет добыто именно здесь. А возможности для этого сегодня есть. 330 старателей плюс 20 единиц тяжелой техники и столько же легкой, 8 промприборов, из которых 6 обогатительных установок КОУ 1200 или более поэтично «Ромашка», позволяющая осуществлять 2 стадии обогащения. Ну и, конечно же, сам таежный поселок Золотарей с прекрасной ремонтной базой, парком токарных и фрезерных станков, дизельной электростанцией, кузницей, а также с цехами по ремонту дизелей, агрегатов, землесосов. Все это называется производственные мощности, и без них в старательском деле никуда. Но есть и другая сторона, без которой сегодня тоже невозможно обойтись. По крайней мере, если предприятие стремится жить в ногу со временем и строить далеко идущие планы. Это сегодняшний быт старателей. Успехи здесь налицо. В поселке Брусовое общежитие только за последние 2 года их построено 4. В каждой комнате 3-4 человека. Котельная, теплые боксы, отличная баня, прачечная, сушилка, 4 теплицы общей площадью 1 гектар, огород под картофель, свинарник на 500 голов. Хотя кто их там считал? По крайней мере, нам показалось, что их гораздо больше. Столовая, где вся продукция теплиц, огородов и свинарников находит достойное применение. Ну и, конечно же, очень важная для людей, которые по 8-10 месяцев стараются в тайге, телевизионная система, позволяющая быть в курсе всех событий в мире, а также на дальней родине этих людей. Ведь многие из них приезжают в Якутию из Молдавии, Украины, Белоруссии, Казахстана. Родины у этих людей сегодня разные. А Нерунган один. Гордость и опора предприятия – высококлассные специалисты, которые из года в год своими знаниями, опытом и квалификацией приумножают славу Нерунгана. Это бригадир ремонтной бригады Николай Фомин, начальники участков Александр Филипенко и Юрий Чаунин, слесарь Олег Кондрашкин, главный инженер Александр Смагин, фрезеровщик Александр Мальченко, бульдозерист Виктор Ярошевич, заместитель директора по экономике и финансам Владимир Алексеев, главный маркшейдер Мавулькан Сайлоубаев, геолог Евгений Расческин. И вообще на предприятии хорошие специалисты скорее правило, чем исключение. Свои перспективы предприятие связывает с дальнейшим развитием золотодобычи в Южной Якутии и прежде всего на пока что единственном своем месторождении Юрском, этом уникальном природном объекте, который дает нам возможность добывать здесь до 1 тонны в год, вот уже на протяжении как 10 лет. И еще в течение 10 лет в перспективе мы можем намывать здесь по 1 тонне золота. В этом году мы взяли на себя повышенные производственные обязательства по добыче 1500 килограмм золота. Пока мы идем в плане, в перспективе мы видим возможность реализовать этот план успешно в этом году. Стратегические интересы
предприятие связывается также с организацией добычных работ в Центрально-Алданском районе, потенциал которого я очень хорошо знаю. В этом районе мы готовы работать как самостоятельно, так и в рамках совместных предприятий. Ну и, конечно, голубая мечта – найти и получить в недропользование одно, а лучше несколько месторождений рудного золота. Мы работаем в этом направлении и будем усиливать геологоразведочные работы с этой целью. Проблемы, стоящие перед предприятием, носят в основном производственный, рабочий характер, в числе которых можно отметить прежде всего необходимость усиления технических и технологических возможностей предприятия. А также достаточно остро стоит проблема стабилизации обучения, закрепления кадрового потенциала, который уже дает о себе знать. То есть вот тот лозунг, в соответствии с которым набирают иные старатели себе трудовой коллектив, на наш век бичей хватит, сейчас уже себя далеко исчерпал. Но не могу не указать и на одну из внешних проблем, созданную руководителем акционерной компании «Золото Нерюнгри» Хотелем Валерием Николаевичем, в результате которой перед нашим предприятием нависла угроза выплаты $2 миллионов по долгам акционерной компании перед Московским банком «Абсолют». Нам сейчас приходится обороняться в судах 5 инстанций, что связано с немалыми материальными и моральными издержками. Но в целом предприятие с оптимизмом смотрит в будущее, и в эти праздничные дни, связанные с 80-летием золотодобывающей промышленности Южной Якутии и совпадающие с Днем Шахтера, я поздравляю весь большой коллектив ООО «Нелунган», а также всех золотодобытчиков Южной Якутии с этими праздниками и желаю крепкого здоровья, старательской удачи, хорошего настроения и хорошего заработка по концу сезона. Итак, план намечен. 1,5 тонны мельчайших крупиц желтого металла по осени необходимо сдать в московский Никойл банк в счет погашения кредитов по $13 за грамм. Выплатить зарплату, прикупить новую технику, солярку, продукты, заплатить налоги и встречать следующий сезон. А пока работают мужики 12 часов через 12, и непонятно нам, тем, кто не старался, что же сегодня, в 21 веке, приводит по дорогам Южной Якутии на золотодобывающие участки Нерунгана этих людей. Романтика, возможность хоть как-то заработать или личные проблемы, которые остались в том далеком мире. Так или иначе, пожелаем всем им старательского фарта в сезон 2004 года.